Прошу всех встать. Провозглашается резолютивная часть решения именем Кыргызской Республики. Резолютивная часть по делу о проверке конституционности статьи 442 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в связи с обращением Жолдошева Руслана Кеңешевича, представляющего интересы ГАО «Женвей». 28 января 2026 года, город Бишкек. Конституционный суд Кыргызской Республики в составе председательствующего Сканбаева, судьи Айдарбековой, Бобукеевой, Дюшеева, Жолдошева, Касмалиева, Кадырбаева, Шаршиналиева, пресс-секретаря Мамонтова КЗ с участием обращающей стороны Жолдошева Руслана Кеңешевича, представляющего интересы ГАО «Женвей», стороны ответчика Сыранова Самата Кыштопбековича, постоянного представителя Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики в Конституционном суде, третьих лиц Молдубаева Алмазбека Тавалдыевича, постоянного представителя президента Кабинета министров в Конституционном суде, Сапьяновой Маргариты Насаркановны, представителя Верховного суда по доверенности, Улугбековой Айзат Улугбековны, представителя Генеральной прокуратуры по доверенности, Джаркымбаева Аязбека Долосбековича, постоянного представителя Министерства юстиции в Конституционном суде, Аскарова Ильгиза Камил Жановича, представителя Министерства внутренних дел Кыргызской Республики по доверенности, Ашималиева Улугбека Тургангазыевича, Туменбаева Медера Руслановича, представителей Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики по доверенности, руководствуясь частями 1.2 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики, статьями 4, 17, 40, 45 Конституционного суда, Закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности статьи 442 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Заслушав информацию судьи-докладчика Шаршиналиева, проводившего подготовку дела к судебному заседанию, исследовав представленные материалы дела, выслушав позиции сторон и мнения третьих лиц, руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи, части 4 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики, статьями 48, 49, 52, 53 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, Конституционный суд Кыргызской Республики решил признать статью 442 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики не противоречащей части 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. Решение окончательно обжалованию не подлежит, вступает в силу с момента провозглашения. Решение обязательно для всех государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений, юридических и физических лиц и подлежит исполнению на всей территории республики. Опубликовать настоящее решение в официальных изданиях органов государственной власти на официальном сайте Конституционного суда и в Вестнике Конституционного суда Кыргызской Республики. И традиционно основные выводы, на основе которых Конституционный суд пришел к только что провозглашенной резолютивной части решения. Ухудшение положения осужденного без временного предела создает риск превращения пересмотра в инструмент длительного давления на осужденного. Это связано с необходимостью сдержек обвинительной власти. Государство, прокурор, потерпевшие иные субъекты обладают несоизмеримо большими ресурсами. Формальное равенство сторон может привести к фактическому неравенству возможностей. Так у государства существуют институциональные ресурсы, профессиональный аппарат, доступ к материалам и организационным механизмам. У осужденного нередко ограниченный доступ к помощи, к документам, времени, знанию прав, плюс объективные барьеры, связанные с его изоляцией. Поэтому дополнительная временная защита в виде ограничения срока возможного ухудшения его положения должна восприниматься как способ компенсирования структурного дисбаланса, а не как привилегия. Улучшающий пересмотр может быть шире по времени. Пересмотр в пользу осужденного теоретически меньше конфликтует с принципом правовой определенности, потому что он не усиливает репрессию и не увеличивает страх будущего ухудшения. Направлен на коррекцию судебной ошибки, которая затрагивает фундаментальные права и свободы человека, а также право на справедливое судебное разбирательство. В юридической доктрине это оправдывается идеей, что обязанность государства обеспечивать справедливость
включает возможность поправить судебную ошибку даже позднее, если она продолжает производить вред. То есть человек реально отбывает наказание. Условие легитимности такой асимметрии, она убедительна с конституционной точки зрения. Годичный срок для ухудшения является разумным и достаточным для государства обнаружить и обжаловать ошибку. У потерпевшего прокурора она создает реальные возможности действовать в этот период. Если смотреть через призму признания равенства и одинаковых возможностей, уголовный процесс требует не симметрии прав по линейке, а равных процессуальных возможностей защищать свой интерес в условиях объективно неравных стартовых позиций. Равенство в уголовном процессе – это равенство возможностей, а не зеркальность прав участников. В состязательной модели равенство понимается как обязанность государства организовать процедуру так, чтобы ни одна сторона не имела существенного процессуального преимущества, которое нельзя компенсировать разумными гарантиями. Отсюда следует, дифференциация сроков не нарушает равенство, поскольку преследует легитимную цель, это во-первых, объективно обусловлена существенной разницей в положении сторон и пропорционально, то есть не обнуляет возможности другой стороны. Формальная зеркальность, одинаковые сроки всем, не всегда дает реальное равенство, а иногда наоборот закрепляет фактическое неравенство. Поэтому ухудшение ограничивают строже как меру выравнивания структурного дисбаланса. С точки зрения одинаковых возможностей, годичный предел для пересмотра в сторону ухудшения объясняется следующим образом. Государство и часто потерпевшая сторона имеют более высокий институциональный ресурс, профессиональный аппарат, процессуальный опыт, доступ к юридической помощи, к материалам, организационные возможности. Осужденный находится объективно в более уязвимом положении. Изоляция, ограниченный доступ к юридической помощи, документам, связи, иногда и вопросы грамотности, зависимость от разъяснения и предоставления иных копий материалов. Поэтому более жесткий срок для ухудшения работает как процессуальный противовес сильной стороне. Государство обязано проявить процессуальную активность, иначе приоритет отдается стабильности положения лица. В логике равенства это не привилегия, а компенсаторный механизм, чтобы слабая сторона не жила в режиме длительной угрозы усиления наказания. Улучшающий пересмотр может быть менее ограничен по времени, и это тоже про равенство. Более широкий доступ осужденного к пересмотру в его пользу соотносится с равенством возможностей по двум линиям. Коррекция судебной ошибки здесь защищает базовые права и право на справедливое судебное разбирательство. Ошибка работает каждый день, пока человек отбывает наказание, поэтому добиться ее исправления не должно становиться иллюзорным из-за объективных барьеров. Если поставить осужденного в те же жесткие временные рамки, что и обвинение, это закрепит фактическое неравенство доступа к пересмотру. У обвинения объективно больше возможностей уложиться в установленный срок. Следовательно, более гибкий режим для жалобы в пользу осужденного – один из способов обеспечить реальную, а не декларативную равность. Важный нюанс. Равенство защищает и потерпевшего, поэтому срок должен быть работающим, а не формальным, чтобы такая асимметрия не стала дисбалансом в другую сторону. Принцип равенства требует минимального набора усилий. С позиции принципа равенства в уголовном процессе асимметрия сроков оправдывается не идеей дать больше одному, а идеей обеспечить сопоставимую реальную возможность. Сильная сторона ограничивается во времени, чтобы не держать человека в длительной угрозе ухудшения его положения. Слабой стороне предоставляется более гибкий доступ к пересмотру в пользу, чтобы устранение судебной ошибки было реально достижимым. Это вот основные тезисы, на котором Конституционный суд пришел к данному выводу. Мотивировочная часть будет готова по данному делу в течение 10 рабочих дней. Заседание, есть вопросы? Заседание Конституционного суда объявляется закрытым.